Вот, смотрите, это такой словарь, значит, где указаны, как мы видим, формы, например, слова «отец», «ов», да, на лошен койдаш ашкеназском произносится как «ов», в современном иврите как «ав», значит, «овив» его отец, значит, «ови» мой отец, «овихо» твой отец, «авихем» их отец. Для человека, который знает грамматику лошен койдаш, в общем, такое разбирательство не нужно. Значит, это пособие было предназначено для людей, которые в быту говорили на идише и, в общем, знали древнееврейский плохо. То есть вот такое вот пособие, так получилось, что это, насколько мы знаем, по крайней мере, первая, наиболее ранее сохранившаяся книга на идише, 1523 или 32 года издания, 32 года издания. Вот, инкунабул на идише, к сожалению, не сохранилось, потому что, ну вот, книгопечатание началось еще в 15 веке, но до идиша добралось в начале 16-го. Ну, в общем, вот в самом начале 16 века уже книги пошли, вслед за этой книгой вскоре появилась и Бова-Бух, которую мы в прошлый раз разбирали, и там многое разных. То есть, в общем, вот эта книга, она исторически оказалась первой. Вот. То есть такое вот пособие, которое, в общем, показывает, что были мужчины, несмотря на такой стереотип, что вот все ходили, значит, мужчины в хедер, получали какое-то формальное образование, прекрасно знали древнееврейский, но нет. Был какой-то круг людей, которые, в общем, у которых основной язык был идиш, древнееврейский только пассивно, поэтому им требовалось вот такое вот пособие по всем формам, там, по всем формам этого слова. Вот смотрите, леав, там, значит, вот кацум, да, цумф там написано, цумфотер, значит, авину, наш отец, цунзорфотер и так далее. Ну, вот такой просто интересный, очередной интересный документ из истории нашего языка. Так, теперь переходим мы снова к Ноте Лурье и продолжаем его читать. Вот, значит, я расскажу Михаилу Гению, что в прошлый раз мы начали читать очень известный советский еврейский роман «Ноте Лурье Химмел und Эрд». Речь там идет о еврейских колониях Новороссии и начале Великой Отечественной войны. Книга интересна тем, что идиш там одновременно и очень хороший литературный, и при этом, в общем, для человека, выросшего в Советском Союзе, очень понятно. Чем, собственно, она интересна. Вот, Михаил, попробуйте почитать. Орфография здесь советская, то есть слова семитского происхождения написаны фонетически. Михаил? Да, так, мы с самого начала читаем, да? Да, значит, особенность советского идиша в том, что алеф, пасах алеф, значит, алеф, если он не в начале слова, читается как а. То есть вот этот пасах алеф, он не прописывался. Если он в начале слова, то это не мой алеф, который просто обозначает то, что после него идет какой-то другой гласный или дифтонг. А если посередине слова, то это всегда железно а. Вот, а комец прописывается. То есть а в советском идише по умолчанию, если не перед гласным, это всегда алеф, это всегда а. Да, ну давайте попробуем. Читайте. Так, Room 9. Нет, арум, смотрите, большой алеф, это Там Room, я понял, да. Room 9, Зейгер, азейгер, азейгер. Азейгер in Poland. Так, when Сихот Зих. Когда мы читаем сход, но не нужно акцентировать сатахе и проглатываться, то есть венсот.
Венсот, то есть не произносится. Венсотцах, опять же, если это возвратная частица глагольная, она как русская ся, как бы оно всегда безударное и редуцированное там гласное, то есть реально читаем венсотцах фарендект. Читайте дальше. Значит, фарендик. Ди баратунг. Баратунг. Да? Барату. Баратунг пунди форгешритене. Ой, форгешритене, да. Бригадирн. Угу. Фунем фулей. Гуляй. Гуляй. Фуляй полир. Так, район, это, наверное, район. Гуляй полер район. Да. Это то самое гуляй-поле, где вот, где была база Бадский Махно. В общем, это было еврейское местечко в свое время. Из Шефтл. Шефтал, это имя такое, Шефтал, с умительно от шапсой. Кобелец. Ну, ударение мы не знаем, какое должно быть. Я бы подумал, что, наверное, кобылец. Так, инейным. Вместе, да. Миттен. Тумалдыки. Тумалдыком. Вот здесь внимательно смотрите. Ойлем, да. Народ написано фонетически. То есть, если бы это был ива идиш, было бы написано айн, вов, ламет, мэм. Как в лошен койдыш, значит. А здесь написано, поскольку это советский идиш, фонетически. Ойлем. Ойлем. Ройс. Это ас. Ан, там ан. Ан. Увгерудер. Еще одна особенность советского идиша, значит, приставка ув, которая соответствует в русском языке часто приставке вз, то есть взобраться, вознестись, то есть вз или воз, значит, которая, как мы знаем, в идише пишется как ойв, но в советском идише, как она и должна произноситься, писалась как ув. Ан увгереттер. Анувгереттер. Дальше, еще два слова. Фунем най ойсгебойтен. Культур хойс. Культурхойс. Ну, давайте попробуем перевести. Значит, вот Михаил, попробуем перевести. Ну, тут, конечно, много непонятно. А тут все на самом деле просто. В том-то и дело, что реалии очень такие. Очень советские. Кстати, камера, по-моему, меня... Там она застыла, но не важно. Так. Арум найна зейгера ноланд. Это что получается? Арум в данном случае это около. Около. Арум найна зейгера ноланд. Около 9 часов вечера. Арум найна зейгер. Значит, слово зейгер. Зейгер, да, это часы. А зейгер, наречие, которое означает столько-то часов. Кстати, очень важное для нас слово. Мы говорим, значит, эйнсазейгер, цвезейгер, драйзейгер, соответственно, 3 часа. То есть азейгер – это наречие, которое как по-английски o'clock.
Понятно, да? То есть nine Zeiger это как nine o'clock по-английски. То есть около 9 вечера, около 9 часов и нован вечером в Ансоцах Фарендикт что произошло? Михаил, Фарендикт это что? Я не помню. Когда закончилось, смотрите, значит, заканчивается, как форма это строится? Фарендикен заканчивается, да? Фарендикен заканчиваться. В энсоцах форендик прошедшее время, значит, в прошедшем времени возвратная частица зих, она прилепляется к спрягаемой форме глагола, в данном случае вспомогательного глагола ход, поэтому переставляется. Значит, получается в энсоцах форендик, в энсоцах форендик. Когда закончилась дибаратунг, угадайте, что такое баратунг, вот, может быть, Ольга подскажет. Обсуждение чего-то. Совет, похоже, да, совещание. Совещание, да. Когда закончилось совещание, фунде форгешриттена бригадира, значит, форгешриттена это продвинутых или, значит, каких-то там старших, буквально продвинутых бригадиров Гуляй-Польского района. Гуляй-Польского района. Шефтл, кобылец, вместе с шумным народом, Аройс вышел. Значит, я в очередной раз напоминаю, что отглагольные приставки движения куда-то там внутрь, наружу, Аройс, Арайн, Цузамен, они могут употребляться без, собственно говоря, глагола. То есть, как бы сама приставка, отделяемая, функционирует как глагол. То есть, Аройс вышли, могли там выбежать, выйти, выехать, то есть наружу вышли. Несколько, этвос, несколько, значит, Шефтл с этим народом вышел, несколько, этвос, анув герудовдер, несколько взволнованный, из най ойсгебойтен, вот, может быть, гость Леонид нам, который у нас тут высвечивается как гость, скажет, что такое най ойсгебойтен. Сейчас, секунду. Вновь отстроенным или Ну, построенным? только что отстроенный, то есть новоотстроенный Дом культуры. Вышел из новоотстроенного Дома культуры. То есть вот у них там в колхозе в этом все цветет, это предвоенная эпоха описывается, значит, там Дом культуры построили, то есть люди, собрание какое-то проводится, значит, бригадиры собираются, ну, вот такая сцена. Дальше Ольга. Мгм. Так, Эйнем Блойликен Дройсен Хот так, Гот Геотемпт. Геот Мит Фриштике Фришкайт. Фришика Фришкайт. так, Фришкайт. Да. Так, фух, так, значит, в светло-голубом, голубоватом. Значит, в голубоватом Дройсон это интересное существительное, это субстантивированное наречие, да, Дройсон это снаружи. В данном То есть пространство, да, на просторе. субстантивируется Голубоватом. значит, снаружи, в каком-то там в голубоватый, ну вот непонятно, кстати, как по-русски перевести Дройсон. То есть буквально это снаружи, но существительное.
Ага. Так, в общем, вот в этом пространстве, ну, наверное, в воздухе веяло Ну да, музыкой. вот в окружающем воздухе снаружи, в голубоватом воздухе снаружи дышало, значит, дышало, как бы дышалось, да, ну, вот геотем, в данном случае написано дышало, то есть как Ага, бы воздух дышал свежестью. Вот геотем геометриш. ага. Дальше. Так, die Brigadieren seinen sich Цег, так, Це, Цуганген. Цеганген. Цуганген, Цеганген, значит, Цыган. Ага. Читать дальше. да, Игорь, Ибер дер ойс гебри, так, гебру и Артер, Ойзге, Брукиртер, гебрукирт, ойс гебрукирте газ. Газ. Да. Значит, так, бригадиры сошлись, Нет, наоборот, разошлись. Цыганген разошлись. разошлись по вымощенной улочке, Да, по мощеной улице. по мощенной улице. Ага. Так, вер цум Герамен. грамен колвиртшафт. Ну, Колвертишен, это прилагательное. Значит, колвертишен, Колвиртишен, да, колхозный. Колвиртишен ein, фор, так, онфер, Айнхорхой, значит, въездной двор, буквально въездной двор. То есть, видимо, это место, куда оставляли транспорт, может быть, там было какое-то место для ночевки, я не знаю, как это было устроено, но, в общем, это некое место, куда въезжали, можно было въехать в этот колхоз транспортом, там этот транспорт, видимо, оставить. Кто, вот как по-русски буквально такая же конструкция, кто к просторному герам, значит, герамер, это просторный. Верцум, герамен, кто к просторному колхозному въездному двору буквально. Угу. Так, воз ход sich gefunden offen, так, саме рог, саме рог, лебен, кінотеатр, Да. Баканте. Так. Баканте. Беканте of the af die derbij Дербайке. derbijki які Дербайке гасен. Дербайке гаси. Ага. Гасен. Ух, так. Ву ін ді груз, так. Гройсе. Да, Гройсе, Хіле, Хойфен, Зайнен, да, Гештанен. Гештанен,
Зейре. э, Зейре. а это вроде не Г. Нет? Нет, зейре. 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 А, Зейре, ага. Вет, ген, так, вегенер, ага, вегенер повозки. Угу. Леб, Лай. лайбеле. Нет. Угу. Лай. Мы в прошлый раз уже разбирали, мы повторяем этот отрывок. Лайхте. 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 Лайпте, да? Лайпте. Бед, так, это уже было советское, сейчас буду вспоминать Да. повозку. Бедаркис это вот эти какие-то, значит, повозки. Бедарке, Аф. аф, роус, Ресорен. торен, Ресорен. и, так, ойс, Ойс гезоталте. Ойс гезоталте. Зотал, значит, корень, здесь зотал. Зотал это седло. Седло, ойс гезот, то есть расседланный. угу. Перд. Перд, ага. Аф, Велке. билке, А велке. зай, Велке. 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 велке, зай, зайнен, э, э, зих, цуну, Цуной гефорен. Ахер. цуной, геборен. Так, ой, тут я прям потерялась. Съехались. Ахер. Ехали сюда. Съехались. Цунойф, приставка цунойф означает с, то есть соответствует глаголу с в смысле вот значит русская приставка с, она может иметь несколько разных значений, которые в выдише отражаются несколькими разными приставками. Цунойф это вместе, значит, сойтись, съехаться, сговориться. Есть другая приставка цузамен, которая очень похожая по смыслу, но немножко другая, потому что цузамен это когда много, как бы, что-то делается вместе, да, цузамен. Например, там цузамен гекумен, вот вместе съехали, собрались. Цузамен, а цунойв гекумен это значит сошлись, как бы концепция. Интонация тут такая, что не просто вместе, а вот именно в одну как бы точку, в одно пространство сошлись. Цунойв гефорен, съехались. Съехались. Угу. А, Съехались. ну, сейчас мы Ахер, посчитаем это все целиком, мы разберем. Да. Давайте я... Кейн. Ну, давай я прочитаю, значит, Кейн гуляй поле. Кейн в данном случае это предлог, который означает, используется только с населенными пунктами и странами. Это не, это амоним слова Кейн в смысле никакой, да. Это амоним, значит, имеет совсем другой смысл. Кейн гуляй поле, то есть гуляй поле. Von den Neunte und weit voneinander geworfene Kolberten von einem Rayon. Из близких von den Neunte und weit voneinander geworfene и далеко разбросан, из далеко разбросанные. Voneinander. Voneinander это значит, это прямой антоним цунойф, то есть цунойф это вместе, а voneinander это в разные стороны. То есть вот разбросанные в разные стороны, voneinander geworfene, Kolberten von einem Rayon. Значит, я тогда перевожу. Смотрите внимательно, следите. Ином блойдахен дройсен код гетем не фришкает. В голубоватом пространстве снаружи дышалось свежестью. Де бригадирен заназацеганген übergebrückter Gas. Бригадиры разошлись по вымощенной улице. Вер zum geramen Kalvertischen Einfor
Хойф, то есть кто к просторному колхозному въездному двору, Высоцаге Фунанов, он самый рог Лэбм кинотеатр, то есть который находился на самом перекрестке. Перекрестке рог – это перекресток. Значит, Ольга нам уже говорила, что в украинском языке есть слово рих, которое то же самое означает. Около кинотеатра Вер Цубаканте Авдедербайке Гасен. Кто к знакомым на значит, близлежащих улицах. Здесь мы обращаем внимание, я уже в прошлый раз говорил, еще раз напоминаю, что суффикс прилагательных «ик» или «дик», он достаточно вот универсальный и позволяет превратить наречия в том числе и даже некоторые предлоги в прилагательные. То есть, например, вот «арум» – первое слово этого текста, «арум» – около или вокруг, мы можем превратить в прилагательное «арумикер». «Арумикер» – это окружающее. «Дербай» это значит рядом стоящие. Дербай, да, дербай. Рядом, дербай. Рядом, дербайки, находящиеся рядом, близлежащие. Вот, например, еще какой-нибудь приведем пример. Даже, в принципе, мы можем от слова цунойф, это будет довольно редкое прилагательное, сделать, значит, взять цунойф. Цунойфике – это обладающий свойством соединяться. То есть можно себе представить такое прилагательное в каком-то контексте, оно вполне осмысленное. Или, что у нас еще, вот ибер, да, через. Ибер – это через, это над. Иберике, смысл получается немножко другой. Иберике – это остальные или лишние. То есть вот ибер, иберик – остальные или лишние. То есть мы можем Дройсен, вот, пожалуйста, Дройсен, у нас есть наречие Дройсен снаружи. Мы его можем субстантивировать, превратить в существительное, кстати, как и арум. Вот арум мы можем использовать как существительное. Например, есть такое существительное der арум, то есть вот окружение. И значит, Дройсен тоже вот у нас здесь субстантивировано как снаружи, как окружающее пространство. Дройсен дик, когда у нас идет такое скопление, вот у нас есть n в конце слова, значит, мы добавляем n становится слогообразующее и добавляется еще d. То есть мы говорим не дройсен-нике, а дройсен-дике. Дройсен-дик – это, соответственно, внешний. То есть мы можем такое прилагательное построить. Например, могло бы быть «Инам блойлахан дройсен-дикен хойф». Да? То есть, в общем, вот идиш позволяет достаточно так вот гибко превращать одни части речи в другие. Не всегда, конечно, но, в общем, гораздо более гибко, чем немецкий. Насколько я понимаю. И, значит, в общем, шли некоторые люди, кто знакомым, Верцу Баканте, Алдитербайк и Галсон, кто знакомым по близлежащим улицам, где в больших Вуиндегройсе, Киле, Гойфен, где в больших прохладных дворах Зайнангештаном, Зере-Вегенер стояли их телеги. Вегенер допустимо также множественное число вогонс. Зависит от диалекта, встречается и так, в литературном языке оба варианта дозволены. Лайхте бедаркес африсоран, значит, легкие бедарки на рессорах,
В прошлый раз, значит, нам Ольга рассказала, что это из лексикона украинско-греков, да? Да, греки Приазовья, там у них попадалось, беда. Ну, в общем, мы об этих краях и говорим. В общем, это Гуляйполе, соответственно, значит, Новороссия. У Нойсге Зотолтеферт и расседланные лошади, а велка из Айзенензах ценой в Гефоренахер, на которых они съехали сюда, к Гуляйполе, в Гуляйполе, von den Neunten und weit voneinander geworfene Kalbirten von dem районе. Из близких и далеко разбросанных колхозов районов. На самом деле, если вы почитаете в интернете, действительно там была целая сеть колхозов со своими колхозными газетами, со своими частушками на идише. Есть в Канаде, в Торонто такая, значит, исследовательница этой темы Анна Штерншис, которая много насобирала вот этих вот частушек на идише. То есть, ну вот был целый такой вот фольклор, который возник еще из дореволюционных сельскохозяйственных еврейских колоний, которые начались в первой половине XIX века, уже начали формироваться. То есть там была своя очень интересная история. Многие городские евреи могут быть даже не в курсе, что вот был такой феномен еврейских крестьян, и после революции еврейских колхозников вот была целая сеть и в Крыму, и в Новороссии, потом в Биробиджане еврейских колхозов. То есть вот такой вот интересный текст. Теперь на выбор мы давайте проголосуем. Мы почитаем стихотворение или еще прозу почитаем? Как вы хотите? Ну, я за стихотворение. Так, значит, Леонид и Михаил. Давайте стихотворение. Давайте стихотворение. Значит, этот текст, он хорош. Вот это прекрасный просто текст Нота Лурье тем, что абсолютно литературный идиш, но при этом он совершенно такой советский. То есть, в общем, если посмотреть, это все ментально можно прекрасно перевести на русский. Значит, во-первых, пара слов об авторе. Мойша Кульбак. Очень интересный поэт. Белорусский. Очень интересный, значит, он белорусский такой почвенник. То есть вот он воспевал родные края, у него очень много на эту тему, при этом он был мистиком своего рода. Мы уже читали вот на прошлом занятии мистическую поэзию Аарона Цейтлина. У Мойши Кульбака тоже есть много такой вот мистики каббалистической, там у него ангелы фигурируют, в общем, все происходит, таинственные вещи происходят, но у него все привязано к родной Белоруссии. В 1937 году он был расстрелян, якобы, значит, за там какую-то антисоветскую диверсионную деятельность, на самом деле за то, что он сформулировал свою идею еврейско-белорусскую национальную идею. То есть он себя считал на 100% белорусом и на 100% евреем. То есть вообще до сих пор это в Беларуси, в общем, понимание вот такой вот этничности, оно земляческое. То есть нету никакой проблемы в том, что человек одновременно белорус и поляк, и еврей. То есть это все, может быть, как бы легко сочетается. У нас как раз летом была в РНБ, в Российской национальной библиотеке, конференция белорусиков, в которой я участвовал, как раз вот рассказывал о Кульбаке, о том, как у него все это сочеталось замечательно. И он написал поэму, большую поэму «Райсен». Кто знает, что такое Райсен? Слово Райсен. Подниматься, может Но быть? это не поезд, Нет. Райза, нет? Нет, Райзен путешествовать, да. Нет, Райсен.
Райсон. Райсон, это, конечно, еще глагол рвать, но в данном случае это Беларусь. На идыше это Беларусь. На идыше это Беларусь. Очень официально, как было в Советском Союзе принято, Вайс-Русланд. То есть прямая калька Белоруссия, да, Вайс-Русланд. Вайс-Русише белорусский, но народное название Райсон, белорусский Райсише. Райсен. И вот он написал великолепную поэму под названием «Райсон», посвященную своей любимой Беларуси. Поэма эта состоит на самом деле из стихов, которые мы можем читать как отдельные стихи, то есть, в общем, они связаны друг с другом. Это такой эпос, замечательный эпос, написанный в значительной мере гекзаметром, то есть вот именно как такой вот эпос, в эпической форме, посвященный его родной Беларуси, мистический, очень необычный. В прошлый раз мы с вами читали стих гностический, 2 недели или 3 недели назад буддийский стих, бывает у нас и такое. А в данном случае, в общем, это синтез еврейского и языческого, славянского язычества. Кто начинает читать, давайте-ка Михаил. А можно я? Я еще вообще не читал. Да, конечно, Леонид, давайте читайте. Die Wille unternehmen. Это, видимо, река Неман и река Вилия. Да, именно так. Вилия и Неман. Так, там что-то не очень-то хорошо, это вот как-то размазано там. Что такое? Ну, такое издание, значит, Бейс. 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 Здесь издание это не совсем современный евейдуш, поэтому Бейс и Вейс черточкой специально не различаются, A и I не различаются, как часто бывает, поэтому нужно знать, где у нас и что и как. То есть Бейс, ди Ливоне. Бейс ди Ливоне zerspritzt sich in Land wie silberner Regen. Dann Тут, значит, смотрите, гиперкоррекция на самом деле типичная для литвака, читать лучше Хейпцев. То есть он написал как Хойпт, но на самом деле он читается как Хейпт. Так что Дан Хейпцах. Я на секунду, значит, скажу, что такое гиперкоррекция. Это когда человек, говорящий на диалекте, думает, что грамотно должно быть вот не так, как он произносит, и создает форму, которая в общем-то, и получается искусственной. То есть, например, вот мы в стихах иногда встречаем форму множественного числа от дерева, да, бойм, боймер. Во всех живых диалектах идиша множественное число от дерева, значит, беймер. Ну, в польском идише звучит как баймер. Соответственно, откуда взялось это боймер? А взялось оно от того, что в литовском идише дерево бейм, множественное число беймер. И есть литовские, значит, поэты белорусского и литовского происхождения, которые рифмуют, допустим, это самое слово беймер, которое у них беймер, с каким-то другим словом, которое должно быть в литературном идише с ой, например, сторож,
да, шоймер, а у них в диалекте шеймер, и получается такая вот форма там боймер, которой, в общем-то, нет, она читается как беймер. Но пишется вот это вот, как бы человек корректирует свою орфографию слишком далеко, думая, что в литературном языке она должна быть так. А, соответственно, хойпцах ни в каком диалекте никто не говорит хойпцах, хейпцах. Но поскольку он литвак, он решил, что, наверное, литературно должно быть так. То есть поэтому читаем все-таки хейпцах. Дан хейпцах, а штайфе, Да. тут ай, дальше Штайфа. штайфе, Не штейфа, а штайфа. Ага. штайфе. Гешталт. Dann hätte Steife Gestalt von Li, Litvi, Литвин, Litwin, она Литвин. Litwin. Von Litwin, Arois. Von Litwin, Arois. Von dem, von dem Неман, Неман, река. Неман. Это Неман, да. Ну давайте переведем вот эти две строчки. Да, давайте, сейчас попробуем. А Ливона это Луна, так ведь? Да, бейс, значит, в тот момент, когда Луна, В тот момент, когда Луна Нормально. возникает, может быть? нет, значит, себя разбрызгивается, Разрывает. разливается, А. разбрызгивается по земле. Разбрызгивается. То есть брызгами растекается по земле. Атлант, да, по земле. Как как серебристый или Серебряный, А как правильно сказать? Зилвернер? зилбернер. Да, смотрите, значит, дело в том, что тут мы сталкиваемся с еще одним суффиксом прилагательных на «н», которые чаще всего создают прилагательные от каких-то материалов. Например, goldener, eisen, железо. Айзернер, скажем, Зилбер, вот, Зилбернер, Купер, медь, Купернер, Блай, свинец, Блайнер и так далее. То есть, значит, вот смотрите, Зилбернер, если серебристый, это было бы Зильберикер. Такое слово тоже есть. Серебристый. Ага, серебряный, понятно. Как серебряный дождь. Да, то есть То есть вот луна Луна себя разбрызгивает по земле, как серебряный дождь. Спасибо. Дан, Дан эти. Дан это потом, в данном случае? тогда. Тогда, ага. Тогда А потом, Понимаю. может быть, дан иногда и потом тоже, но в данном случае тогда. да. Это А многозначно. потом в данном случае поднимается. Поднимается, Поднимается. Шмай. штайфе, Штайфе. значит, крепкий, Да, такой крепкий. гештальт, но это слово есть и в немецком, мы знаем, значит, гештальт это образ. Форма такая. Образ, форма, фигура, Мгм. крепкая фигура. Литовцы. На Литве. Да, литовцы, да. А литовцы именно в смысле литовца? Литовцы. Именно литовцы, что интересно, потому что еврей был бы Литвак, а Литвин это именно литовец. Да. Понятно. Аройс. То есть как бы поднимается, короче. Да, поднимается фигура литовцев, значит, из реки Неман. Здесь интересный момент, что реки на идише употребляются всегда с определенным артиклем.
Ага. То есть, Ну, например, интересно, что Неман здесь до мужского рода, а Вилия, получается, женского. вот, так на этом и построено стихотворение. Сейчас мы увидим. Оно очень интересно построено. Значит, и реки, допустим, у нас Ну, конечно, есть. Нева, значит, мы говорим Дынева Мгм. с арциклем. Мгм. По-немецки, вот, может быть, Ольга подскажет, наверное, так же, нет? Реки тоже с арциклем, по-моему, по-немецки. Ну да. Der Oder, например. Ну да, Der то есть, в Oder. общем, это и по-немецки также, да. Ну То вот, есть это не литваки, да? м? Ну, есть языки, где вообще очень много, там, и, скажем, во французском, и в ирландском, и названия стран с артиклем, то есть в разных языках по-разному. Но, в общем, выдержи названия стран без артикля, а вот именно реки с артиклем. Всегда. Так, Мгм. и, ну, Леонид дальше. Значит, из Немана un Но, schwimmt, вот это S. он schwimmt. Он швимт. Ну, здесь S и Ш не сливаются, так что просто он швимт. Он schwimmt. А подскажите еще раз, что вот это с апострофом означает Z Значит, или что? швимт – это сокращение от S-швимт. S – это Schwimmt. неопределенное местоимение, которое буквально означает «оно», но в данном Мгм. случае служит таким вспомогательным элементом, которые позволяют. И в английском, и в немецком все реки с артиклем обязательно. Да. Но, кстати, да, и в английском, и в английском. И в английском, кстати сказать, и озера довольно часто, например. Да, И да. Да, да, действительно, в английском даже больше этого. Он швимт, значит, он швимт, S, Schwimmt. это сокращение от S швимт, то есть вот эта частица S, она позволяет глагол выставить на первое место. То есть, например, идет дождь, да, es geht Regen. Мы можем сократить Correct. то с geht Regen. Идет дождь, с geht Regen. Понятно. То есть, поскольку здесь у нас S и Ш идут подряд, то S, оно проглатывается в произношении, значит, просто он швин. Мгм. Он Он швин. schwimmt. Э, Ой, что-то со связью, да? У меня все нормально ага, вроде, что. вот нормально. Und schwimmt nicht gehört und schwimmt nicht gehört von Вилья. Вот тут А, интересный момент. На идише по-русски Вилия, на идише Вилия. По каким-то причинам. Фон Вилия. von Вилья. А, а, а dunkel, dunkle Freu. Dunkle Freu. Mhm. Dunkle Freu im Ange, im И Имант Кеган. im Entgegen. Im Entgegen. Okay. Навстречу. Анткеган навстречу. Понял. Это такое, тоже такое типа причастие, да, Это получается? причастие, значит, Анткеган ему навстречу. И плывет неслышно. Нет, какая. Плывет. Nicht gehört, не слышно. Из Von, Вилии. из Из Вилии. Вилли. То есть там, где эти реки пересекаются. Ага. Темная женщина ему Dunkle навстречу. Freu. Дункела Фрой. Im Entgegen. Точно. Ого. Zerworfen die Locken. Локон. Zerworfen die Locken, die Nase mit Ланге. mit lange und grünliche, Гринлахе. grünliche
Бремен. 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 Бави... Бавайст. Бавайст. Бавайстцах. Ага. Тут вот зих мы лучше прочитать как бы слитно, потому что это как Да. русская ся. Бавайстцах. Да. Бавайстцах. Иргличекер. Иргличекер. Керпер. Угу. Аройс. Фунди. Фунди. Хвалес. Хвалес. Давайте Хвалес. перейдем. Хвалес. Хвалес, это же эти... Это Волны. волны, что ли? Волны, конечно, волны. Да, Классно. Это как на белорусском языке прямо классно. да. А у Кульбака вообще очень много... Хвалес — это общее, как бы, это общепринятое слово на всех диалектах идиш литературное, но у Кульбака много и белорусизмов таких, намеренных причем. Он очень любит вот такие местные выражения. Ну, давайте я переведу все-таки, чтобы было побыстрее. Он швимт, не гехерфен, верят ункела фройман кеган, и плывет неслышно. Извилия, темная женщина ему навстречу, цеворфан де локон де насом этланген гринных бремен, разбросав локоны, влажная, мокрая, с длинными и зеленоватыми бровями, бавайзах иргличикер керпер аройсмандах валес, появляется ее скользкое тело из волн. Ну и давайте я дочитаю, потому что потом еще прочитается, я вам прислал этот текст. Эсбейкцах, вот еще одна гиперкоррекция. Эсбейкцах арибер дарнеман унем зерумет. Und tut ракушаны ойген де грине возлайктан фон умет. Унем зеропа фон грунт. In den Bloje крестолана салес. И сгибается Неман и обнимает ее. А Ольга с нами или не с нами? Была с нами. Была с нами, сейчас непонятно. И сгибается, значит, он бейцах арибер, то есть сгибается над. Сгибается над, по-русски такого глагола вот... Я здесь, но у меня что-то звук пропал совсем. Я вот слышу буквально 10-е слово. Из всего перевода поняла, что буду теперь слушать запись. Пропало все. Да. Ну, значит, Вот. я еще... Отвратительно слышно, это у меня, видно, интернет плохой. Может Но быть. вас хорошо слышно, кстати. Из бейкцах арибер, значит, арибер бейгензах, по-русски такого Вот глагола... сейчас слышу только какие-то звуки отдельные. Интернет глючит. Из бейкцах арибер немзе румет. Значит, здесь интересный элемент, который типичен именно для литовского идиша, для литовского и белорусского. Унемзи арум, да, в литературном идише было бы, как правило, немзи арум, то есть обнимает ее. И вот нагибается Неман, вот этот вот литовец, и обнимает ее. В других диалектах было бы немзи арум, но в литовском, для литовского идиша характерно такой элемент эт, который добавляется к глагольным отделяемым приставкам. То есть арумет, уфет, онет, авекет и так далее. Немзи, арумет. И здесь, значит, Кульбак этот диалектный момент использует для рифмы. Смотрите, и ее обнимает. То есть вот Неман, вот этот литовец поднимается и обнимает. Он тут ракушен и ойген де грина и целует ее в глаза зеленые. Вослайхтен умет, которые светят тоской. У немзе ропа фон грунтен дем блое крестола насалес. И ее утаскивает на дно, не на дно, на землю, на грунт, в синие, кристальные,
Салис. Салис – это белорусское слово, какие-то типа болота, по-моему, болота или какие-то, в общем, далее. То есть, в общем, Кульбак рисует нам вот такой вот интересный образ, в котором Неман – это, значит, олицетворение литовца, то есть такой вот литовец, а Виля – это белорусская русалка. И вот эти реки соединяются, и между ними происходит такое вот ночное соитие. То есть вот такое вот стихотворение. Очень интересно. То есть, в принципе, с одной стороны, тут как бы, ну вот славянское такое вот, языческое понимание рек как живых существ, с другой стороны, у него это болото пересекается, то есть, как бы, ну, что время живут большой, там жизненности, у каждой травинки есть свой ангел. У него, у Кульбака, просто много провалов, есть целый цикл, значит, волчьей песни, вот белорусский волк, просто много провалов, есть целый цикл, значит, волчьей песни, вот белорусский волк, естественно, есть у него аист, как мы можем, в общем, ожидать от белорусского поэта, естественно, у него там есть, значит, пуще еловые, сосновые, с мухоморами, с мхами, то есть вот такой вот прекрасный поэт. Вот, так что смотрите, обратите внимание, насколько это эпично звучит, то есть в духе, в каком-то гомеровском таком даже духе. Бейсдеванце шприцах, энланд, вязилдерне рекан, гейпсаха штайфа, гергешталф, налитве, на ройсфунден неман, да, то есть вот это именно эпос. Это именно эпос. Так что, в общем, домашняя... Это часть какого-то большого? Да, большого да, произведения, вы это сказали? поэма Райсон, значит, поэма Райсон, но она состоит из отдельных отрывочков. Каждый отрывочек – это какая-то картина из белорусской восприятия вот этой мистической как бы Беларуси. И читается, можно читать как отдельное стихотворение, но, в общем, это большая поэма. В интернете она есть, я могу потом вам дать ссылку. Каждый отрывочек – это, в общем, картина какая-то. Картина. У него много есть сцен из крестьянской жизни, из хуторской белорусской жизни. То есть, ну вот у него просто все это абсолютно интегрировано. То есть еврейское самосознание и белорусское полностью. Как бы между ними нету никаких границ. То есть там еврейская тема тоже есть, да, в этом всем? У него есть целые, значит, мистические пьесы, посвященные, кстати сказать, вот как и Аарона Цейтлина, есть посвященные лжемессии Якову Франку, знаменитому, который повлиял, в частности, на Адама Мицкевича, который, видимо, сам был из семьи франкистов, и жена у него была точно из этой секты франкистов, последователь Якова Франка. Там все очень у него интересно. Значит, есть такой переводчик Кульбака на белорусский Сергей Шупа, который, ну, у него подстрочник, но очень точный подстрочник. Он исследовал много Кульбака и нашел связи с Мицкевичем, то есть он был вот вовлечен и в белорусскую культуру, и в польско-белорусскую, и учился в Ешиве, все это у него вместе прекрасно сочеталось. Так что вот такой вот очень интересный автор. На каждом занятии мы пытаемся вот проходить каких-то разных авторов, потому что, в общем, в идише есть такое же литературное разнообразие, если не шире даже, чем в русском. Потому что американские еврейские поэты воспроизвели фактически все стили американской поэзии современной. Поэтому, в общем, можно так сказать, что в идише можно найти все поэтические стили и русской, и английской поэзии.
Французской тоже, потому что в Париже была большая поэтическая тусовка когда-то еврейская. Марк Шагал, кстати сказать, писал много стихов, неплохих стихов на идише, есть целый сборник его, которого в интернете, к сожалению, нет, потому что вот это самое, его правообладатели как-то очень жестко следят за тем, чтобы наследие Марка Шагала недалеко распространялось. Ну, в общем, это Шагал писал стихи на идише. Интересные, кстати сказать, стихи. И был такой Мортхе Литвин в Париже, который переводил Бодлера и других французских классиков на идиш, и сам писал в таком стиле. То есть, ну и я, кстати сказать, писал по мотивам Рэмбо стихи на идише, так что это вот всякое есть. Разнообразное, интересное. Так что, значит, домашнее задание, если хотите, попробуйте прочитать, попробуйте написать перевод вот, замечательного отрывка из поэмы Райсон, свой перевод. Вот. В интернет лучше не заглядывать, потому что это мой. А нет, не найдете, он пока еще не опубликован. Так что, ну, вот, ну и еще раз вот эти пару абзацев из Нотелурии. Вопросы какие? Ель, а трамваи мы будем проверять, да? Трамваи, Цейдлиновская. Трамваи Цейтлиновская, значит, трамваи Цейтлиновские, давайте мы их в следующий раз прочитаем тогда, потому что это замечательное стихотворение. Хорошо. Давайте в следующий раз прочитаем трамваи Цейтлина. Но это целая тема вообще про трамваи как демонические существа. У меня была когда-то статья в Forwards давно, то есть, в общем, там я и Булгакова упоминаю, и стихотворение это «Трамвай» было написано задолго, там я прикинул лет за 20, собственно, до «Мастера и Маргариты», то есть, но есть еще более раннее стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай», тоже демонический, тоже трамвай, вот этот демонический, который ведет в какую-то страну мертвых, то есть, в общем, и вот оно как раз гумилевское было написано до Цейтлина. Ну вот, в общем, сама тема того, что трамвай это какой-то вот демон, она встречается в поэзии, и у Цейтлина, по-моему, она наиболее яркая из всех изображена. Так что в следующий раз можем прочитать. Гораздо страшнее, чем у Булгакова, значит, там с Аннушкой, гораздо страшнее, чем у Гумилева. Вот. И у него несколько стихов про трамваи, кстати сказать, есть. Но вот это самое такое выдающееся.